Здравствуйте, уважаемые зрители, дети и родители! В эфире программа «Растем и развиваемся». Веселые уроки творчества для детей и их родителей. И с вами снова я, Юлия Буркова. Сегодня мы с нашими юными помощниками покорим еще одну вершину. Мы будем делать коллаж. А поможет мне в этом педагог Центра развития ребенка «Спектр» Елена Головлева и наши юные помощники, две Маши и Кирилл. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Расскажите, с чего мы начнем, что вообще, что за коллаж и почему, вот вижу ракеты, почему такая тема, почему вы выбрали? Ну, тему выбрали, потому что она такая фантазийная, можно все что угодно напридумывать, яркая, интересная, я думаю, что захватывает всех, любой возраст абсолютно. А коллаж, потому что это такой интересный новый вид аппликации, когда мы используем не только стандартные техники, то есть бумагу и картон, но используем какие-то вещи, ткань, можно использовать пуговицы, вот пайетки мы сегодня будем использовать, голографический картон, то есть такое нестандартное. Вообще, если брать какую-то другую тему, например, пейзаж, то можно использовать и веточки деревьев, и тоже различные виды ткани, и какой-то еще другой материал природный. То есть вот это называется коллаж, то есть что-то такое необычное используется. Что нам нужно? Расскажите. Ну вот мы сегодня выбрали космос, поэтому мы будем работать вот с такими яркими. Это пайетки, которые используются, например, в украшении одежды. Можно купить в любом магазине рукоделия, причем они бывают разных форм. Ну вот мы выбрали круглые, вот такие квадратные у нас есть пайетки, а вообще они бывают. Можно, например, если какая-то ненужная вещь, ну что-нибудь случилось там, прожгли, кофточка, ну, с пайетками можно использовать? Конечно, можно отрезать, конечно. пока мама не видит. Да, можно использовать. То же самое, какие-то тоненькие украшения, бисер можно использовать. В общем, все, что не нужно, можно в коллаж. Да, можно. С чего мы начнем? Ну, у нас готовые есть вырезанные формы ракет. Вот можно, такие, можно найти из голографического картона. Или, может быть, где-то в книжках. Да, но я думаю, что ракета это не такая сложная форма, в принципе, которую можно нарисовать самостоятельно. Дальше мы используем ткань в нашем коллаже. Вот по ткани я хочу немножечко сказать, да, это такой, ну, довольно сложный для деток материал, поэтому, когда его намазываешь, он может и форму деформироваться, и порваться, и краюшки обтрепаться, поэтому, когда мы работаем с тканью, лучше намазывать сам лист, фон, на который мы приклеиваем ткань. Вот. Все остальное, те же самые пайетки, они у нас плоские, поэтому мы сегодня будем работать со стандартным клеем, поэтому вот сегодняшняя работа, ее можно делать даже с детьми маленького возраста, то есть 3 лет, а если какой-то объем, то есть дерево, либо вот пуговицы идут, там, конечно, уже используется другой клей, то есть либо момент, потому что это тяжелое, поэтому там уже более взрослый возраст. Вот. Поэтому сейчас вот у наших деток на тарелочках разложены звезды. Могут быть в космосе у нас кометы, то есть это звезды с хвостами. Поэтому, опять же, для хвостов я сегодня приготовила акрил, потому что тоже картон у нас глянцевый для основы, и акрил очень хорошо ложится. Поэтому вот хвосты, причем я принесла такой вот акрил тоже интересный, фантазийный, с серебром, золотистого цвета, бронзового. То есть мы можем использовать такое яркое. И сейчас у нас вот лежат детальки. То есть ребята выбирают и располагаем по композиции. Где у нас будет лететь ракета, где у нас будут звездочки. Вот в качестве звездочек мы можем вот такие пайетки использовать. Причем если наложить одна на одну, немножечко сместив, то получается вот такая похожая на звездочку. Да. Поэтому в общем, можно приступать. Сейчас мы можем приступать. Можно, опять же, расположить как горизонтально, так и вертикально. Да, это уже кто как от хочет. Фантазии зависит. Давайте, ребят, и опять же, вот фон, да, лист мы взяли синий, голубой, фиолетовый. Можно брать черный, например, он тоже завораживает вот в такой композиции. Ну да, тоже на черном будет очень интересно смотреться. Вот из голографического картона та же самая ракета. Клей мы наносим посильнее, да, таким слоем.
Начинаем. Так, приступаем к работе. Я предлагаю начать с ракеты, потому что она все-таки основная, чтобы вокруг нее уже, да, завернуть какое-то действие. Скажите, что можно еще? Ну вот у нас сегодня звездное небо, у нас сегодня космос. Помимо космоса, вы, наверное, что-то уже делали с детьми. Что можно еще предложить как я уже для родителей? Говорила, то есть это может быть какая-то природа. Например, можно взять веточки опавшие, ту же елку, приклеить елочку и нарядить ее, да, вот новогодняя тема. Либо осень очень интересно будет смотреться, если мы сделаем деревья, даже дождик можно из чего-то, из той же ткани придумать. Вот, поэтому... В общем, все что угодно. Да, у кого, кто что придумал, можно из природного материала делать, например, животных. Те же сухие листья будут очень здорово смотреться, да, в сочетании с чем-то. С теми же пуговками ненужными, бисером, как мы и говорили. Вот у нас ткани это орбиты, да, планет, потому что я смотрю, ребята наши задумались, и на них можно наклеивать вот эти круглые планеты, и получится, да, что у нас планета, да, по орбите, вот так. Также это может быть окном в ракете. Так, ну вот у всех вижу, получается все, у всех все красиво. Вот. Так, аккуратненько из ткани, вот, да, со сложностью мы сталкиваемся. Ну да, единственное, что... Но зато это смотрится красиво. Давай сюда лепи. Причем ткань тоже может быть разная. Можно, например, очень интересно сделать человека в национальном костюме, да, коллаж, и какие-то использовать ткани национальные. То есть тоже это будет очень красиво. И потом для ребенка очень познавательно. То есть в процессе такой работы коллажа можно вообще знакомиться с историей даже своего города где-то. Здания очень интересно можно делать из каких-то... Например, если взять картон фигурный, фактурный, и сделать кирпичики, какое-то здание, тоже, я думаю, ребенку очень понравится. И как бы познание истории происходит так, в такой творческой работе. У нас уже есть. Давайте окошечко мы, наверное, сделаем. Я смотрю, никто не сделал окошечко. Космонавтам должно быть интересно смотреть. Вот такое зелененькое. Зеленое, давай окошко. Перекрестный сделал кто-нибудь у нас звездочки? Нет? Не стали усложнять? Давай, Маша, попробуем. Все, и можно сейчас сделать, например, нашим звездам такие хвосты, кометы сделать из звезд, да, сделать хвостики. Ага, отлично. Давай третью звездочку приклеиваем, Маш, и будем рисовать хвостики. Давай все, давай последнюю планету. Кирюша, ага, ты сделал вот такой. Да, сделай зелененькое окошечко на планете, потому что желтое не очень на желтом фоне красиво смотрится. Давай вот сюда его и еще. Вверху можно немножечко подклеить звездочек. Ага, Кирюша сделал тоже звездочки красивые. Ну, молодцы, все. Вот такие работы шикарные. Теперь можно хвосты. Получились, да, теперь мы выбираем. Вот эти у нас золотистые красивые. Давай, Маш. Давай, у нас будет желтые, давай. Ты красный? Возьми вот серебряные сделай. Очень красивые, блестящие, Кирюш. Вот, держи, Маша. Прямо можно полосочки рисовать, и получится. Давай, да. От звездочки. Давай, хвост рисуй. Рисуй. Ты много, ты что-то налила? Дай сейчас. Вот так вот сейчас. Давай чуть-чуть. Одну можно длиннее, другую короче. У нас будет с тобой такой хвост. Желтый. Давай вот здесь теперь вниз. Вот. Давай еще какого-нибудь цвета. А вот держите вам. А, у вас желтый, да? Нам такой золотой. Давай я тебе другой. Давай, я тебе помогу. Вот такой. На. Держи. Сильно много не надо, потому что долго будет сохнуть. Потоньше слой сделаем. Вот так вот. Вот так. Какие у нас планеты. Салатовые видать, да, Машенька? Вот этот возьмем.
Если вы или ваш ребенок не успели посмотреть передачу от начала до конца или же что-то упустили, то нас можно найти в интернете на сайте ТВ6 Курск. Вот еще одним вопросом от наших юных почемучек стало меньше. Теперь вы дома со своим ребенком можете делать вот такую замечательную аппликацию. И помните, что только с вашей помощью ваш ребенок добьется успехов и будет расти и развиваться вам на радость.